Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И коротко о главном. Как 300 спартанцев. Памятная дата в новейшей истории Абхазии. Высадка тамышского десанта. Остались за рекой. В Кадорском ущелье из-за паводка обрушился мост, оставив отрезанными несколько сел и 2 воинские части. Удочка вместо рыбки. В Минсельхозе рассматривают проекты в рамках государственной программы софинансирования бизнеса в сельском хозяйстве. Впечатляет все. Российские студенты Московского энергетического университета проходят практику на сухом ГЭСе. Ярбан Яба Янба. Интеллектуальный проект ВАК на абхазском телевидении. В селе Тамыша Чемчирского района состоялась церемония возложения цветов к мемориалу славы в связи с 28-й годовщиной высадки Тамышского морского десанта. Возложить цветы к памятнику пришли вице-президент Бадра Гунба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители Министерства обороны, администрации районов, общественных организаций. 2 июля 1993 года, во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в районе села Тамыш с моря высадился абхазский десант. В конце июня 1993 года командование вооруженных сил Абхазии приняло решение о взятии села Шрома Сухумского района и ряда стратегических высот северо-восточнее Сухума, что позволило бы провести наступательную операцию с целью освобождения столицы. Тогда же было решено высадить десант в селе Тамыш, чтобы перекрыть центральную трассу, ведущую на Сухум, имевшую стратегическое значение. Кроме того, грузинские войска были вынуждены отвлекаться на Восточный фронт, что давало абхазской армии возможность осуществить успешное наступление на Шромском направлении. Тамышская операция стала одним из звеньев в цели успешных атак, предопределивших итог войны. Президент Аслан Бжаня подписал закон о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации расходов на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников службы государственной безопасности Абхазии. Соглашение было подписано в Москве 2 июня этого года и ратифицировано Народным собранием парламентом Абхазии 15 июня. В Абхазии продолжается вакцинация от коронавируса. По данным Минздрава республики, на 2 июля провакцинировано 5609 человек. В Министерстве сельского хозяйства республики рассматриваются заявки предпринимателей на государственное софинансирование улучшения условий развития бизнеса в рамках целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопу и члены конкурсной комиссии тщательно изучают каждый проект. Каковы критерии отбора и какую именно помощь предлагает государство, в репортаже Алики Трапш. Целевая программа развития сельского хозяйства на 2021 год предусматривает реализацию проектов предпринимателей сразу по нескольким направлениям – растениеводство, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции и организация рыбоводческих хозяйств. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено 100 миллионов рублей. Из них 10 миллионов будут направлены на приобретение химических препаратов для борьбы с насекомыми-вредителями. Каждое направление, в том числе, скажем, животноводство, тоже делится, общая сумма у нее 11 миллионов рублей, из которых на приобретение и передачу крупнорогатого скота предусмотрено 7 миллионов рублей, а 4 миллиона рублей предусмотрено на приобретение птицы и соответствующего оборудования для выращивания птицы, то есть инкубаторов, сеток соответствующих. И на животноводство, скажем, один претендент не может получить поддержку, финансируемую свыше 600 тысяч рублей. Сама программа предусматривает не предоставление денежных средств или оплату каких-либо работ. Минсельхоз сам будет приобретать, к примеру, скот или саженцы и передаст участнику программы. По поручению Беслана Джопа члены комиссии выезжали в районы, общались с заявителями на участие в проекте, осматривали предприятия на местах. В Сухумском районе в селе Гумиста около года семья Элизбара Папба занимается разведением кур, гусей, уток и цесарок. Заявитель обратился к нам с обращением рассмотреть его заявление на приобретение домашней птицы
непосредственно кур бройлерской породы. Мы осмотрели, то есть место разведения его на его собственном приусадебном участке. Мы осмотрели, у него данное хозяйство имеется, то есть у него есть уже определенное поголовье кур, в том числе и другой птицы тоже. Уже на усмотрение комиссии при дальнейшем рассмотрении проекта, если комиссия его проект одобрит, то ему будет приобретена птица и передана. А вот в селе Яштхо члены конкурсной комиссии осмотрели земельный участок, который на 15 лет в аренду взял Руслан Адлибов. Мужчина планирует выращивать здесь сливу и алычу. Уже заказал саженцы. Если Минсельхоз одобрит его проект, то уже к осени он приступит к посадке фруктов. В другом селе Дзыкте Сухумского района на 20 гектарах земли Астамор Какали вместе с друзьями планирует выращивать орех и павлонию. Они написали заявку на приобретение опор для ограждения участка. Всего в Министерство сельского хозяйства поступило 143 проекта из всех районов на сумму больше 160 миллионов рублей, что, безусловно, превышает лимит целевой программы. И в связи с этим на совещании было принято решение приостановить временно прием заявок от предпринимателей на участие в программе. Лучше провести конкретную работу и начать именно практическое освоение этих средств, чем мы будем изучать все время таким образом. Но хочу сказать, что у нас общее представление по тому, что люди нам представили проекты, что на этих местах делается, у нас уже есть. Потому как мы практически все районы объездили, были у всех, кому-то, может, по отдельным причинам, или из-за того, что по проекту вообще не подходило, там по сумме, возможно, не было целесообразия ехать к нему или к ним изучать, или просто по телефону сообщили, что этот проект ни по каким параметрам не подходит под эту программу. А остальные везде, вот комиссия сейчас, которая будет докладывать о работе, и для того, чтобы потом нам принимать решение, вроде работа проведена. Я благодарю вас за эту работу. Члены конкурсной комиссии по рассмотрению заявок предпринимателей на государственное софинансирование, улучшение условий и развитие бизнеса тщательно изучали каждый проект заявителя. Так, в Ачимчирском районе из 19 проектов комиссии на рассмотрение предложили 15, исходя из их актуальности, полного соответствия целевой программе развития сельского хозяйства. В том числе из 15 предлагаемых нами были учтены претендентами те замечания, которые были даны нами. Это, значит, по виду деятельности, иногда из-за ограничений, предусмотренных в суммарном выражении в соответствии с программой. То есть в процессе изучения этих проектов были предложены уже откорректированные проекты, которые бы соответствовали действующей программе. Таким образом, значит, наша группа в рамках сел Адзюбжа, Тамыш, Лашкиндар, Чгярда, Маркула, Губ, Басла, Хуарасадзых, значит, положительных проектов 15, отрицательных 3, 1 отозван. Остальные члены комиссии также отчитались об итогах мониторинга и собранных материалов в других районах. На совещании отмечалось, что для некоторых проектов решением может стать не выделение денежных средств, а оказание технической помощи, выделение расходных материалов и средств. Кроме того, отмечалось, что реализация целевой программы позволит планомерно развить сельское хозяйство и сельхозтерритории. Алика Трапш, Алексей Баструков, Инна Алгухава, Абхазское телевидение. Подмыв грунта во время паводка стал причиной обрушения моста через реку Кадор в районе ущелья. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства Абхазии. Накануне в районе села Генцвиш в Кадорском ущелье обрушился мост через реку Кадор. По словам специалистов, причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка, в результате чего отрезанными оказались несколько сел и 2 военные части погрануправления ФСБ России в Абхазии, дислоцированные в Кадорском ущелье. Прибывший на место обрушения министр ПЧС Лев Квициня в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы. Временную схему движения решено реализовать по старому мосту через Кадор, который расположен поблизости. Его опоры находятся в нормальном состоянии, однако поверх них необходимо настелить новое дорожное покрытие. О ситуации в районе обрушения моста было доложено руководству страны. Сегодня в Кадорское ущелье направились профильные специалисты для решения конкретных задач по восстановлению движения. По словам главы спасательного ведомства Абхазии, МЧС в случае возникновения экстренных ситуаций готова помочь гражданам в выезде из района обрушения моста.
А сейчас время оперативной сводки по материалам МВД. Незаконное хранение огнестрельного оружия, а также выращивание наркосодержащих растений в крупном размере вменяется жителю Гулрыбчского района. В домовладении Илющенко Сергея Васильевича, 1971 года рождения, в селе Бабышара, в кухонном шкафу был обнаружен двуствольный обрез ружья 16-го калибра, который, согласно справке экспертов, технически исправен и к производству выстрелов пригоден. При обследовании приусадебного участка сотрудники милиции обнаружили и изъяли корни наркосодержащих растений конопли. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулрыбчскому району совместно с сотрудниками отдела милиции поселка Дранда. Решением районного суда Илющенко заключен под стражу. Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками Гагрского РУВД. Злоумышленник ночью через окно проник в одну из комнат дома по улице Базга в городе Гагра и похитил деньги в сумме 28 тысяч рублей, а также документы и сотовый телефон потерпевшей. В результате незамедлительно проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления Барзани Вадим Митьевич, 1998 года рождения. В отношении последнего по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – арест. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере вменяется жителю Гагрского района. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными Цандрипского отдела милиции УВД по Гагрскому району на приусадебном участке гражданина Матасян Артура Минасовича, 1969 года рождения, обнаружены и изъяты наркосодержащие корни растений конопли. В отношении Артура Матасян по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено в отношении жителя села Мачара Нарсисян Саркиса Сергеевича, 1977 года рождения. Во время обследования домовладения по месту проживания гражданина Нарсисян сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел обнаружено и изъято пригодная для производства взрыва кумулятивная ручная граната и боевые патроны. Расследование проводит группа дознания отдела внутренних дел по Гулрыбчскому району. Нарсисян отпущен под подписку о невыезде. В селе Чадара Сухумского района сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с оперативными сотрудниками отдела внутренних дел по Гудаутскому району задержан подозреваемый в краже чужого имущества Хаджимба Ахра Тимурович, 1995 года рождения. Преступление имело место под утро 27 июня в селе Приморское, когда злоумышленник через окно первого этажа проник в комнату потерпевших и похитил сотовый телефон и деньги. По данному факту в отношении гражданина Хаджимба по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Ахра Хаджимба отпущен под подписку о невыезде. В городе Ткварчал в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел задержан Дочи Вячеслав Андреевич, 1964 года рождения. Гражданин Дочи на своем приусадебном участке незаконно выращивал наркосодержащие растения конопли в крупном размере. По данному факту в отношении Вячеслава Дочи органом предварительного расследования Ткварчалского РОВД по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Студенты Московского энергетического университета проходят летнюю производственную практику на Сухумской гидроэлектростанции. Для них это первая возможность ознакомиться с тем, как работает ГЭС. Увиденное впечатлило россиян. Эсма Гуладзе расскажет подробности. Это затвор, главный затвор, который закрывает поток воды на турбину. Он сейчас в открытом состоянии. Вот сама турбина. Вторую неделю студенты Московского энергетического университета проходят практику на Сухумской ГЭС. Будущие энергетики уже побывали на основных объектах предприятия – плотине, в помещении центрального пульта управления. Осмотрели оборудование, узнали интересные факты из истории станции. Говорят, очень довольны возможностью подкрепить знания, да еще и в Абхазии. Впечатляет все, потому что как человек, который в целом ни разу не бывал на подобном предприятии, все хочется потрогать, все пощупать, все интересно.
Ну и в целом, как будущему инженеру, очень интересно и полезно это все. Мы успели уже побывать на плотине, успели осмотреть всю станцию, познакомиться с городом. Нам вот все это очень нравится, и когда мы именно на объектах самой станции, нам очень интересно. Студенты вуза обучаются по специальностям, связанным с энергетикой, и практику проходят в основном на гидроэлектростанциях. Российские ГЭС, как правило, крупные режимные объекты, поэтому организовать обучение там для большой группы студентов не всегда получается. Буквально недели 3-4 назад в нашем институте был Реза Платонович, он обсуждал с ректором, в частности, вот возможность проведения практики. Конечно же, мы за эту возможность уцепились, потому что и с малой гидроэлектростанцией познакомиться довольно-таки интересно, потому что до этого в основном ребят на крупные объекты отправляли. Ну и я, в принципе, тоже знаком в основном по крупным объектам, хоть там оборудование системы мало чем отличаются, но специфика какая-то есть. И, соответственно, ребятам это интересно, и даже мне, приехав сюда, было интересно. Сухумская ГЭС – современное технически оснащенное предприятие. Станция была введена в эксплуатацию в 2018 году после трудоемкого капитального ремонта, длившегося 6 лет. На сегодняшний день мощность ГЭС составляет 21 мегаватт. В засушливые месяцы эти показатели снижаются. Функционирует она сейчас не в полном объеме, так как у нас сейчас паводка нету, и мы держимся на уровне 408. Вот. В дальнейшем она еще чуть-чуть уменьшится. Мы этим будем постепенно останавливать агрегаты, так как работать одним агрегатом на 100%, чтобы мы работали. Работа станции основана на переброске части стока реки Восточная Гумиста в ее западную часть, которая протекает параллельно, но ниже. На Восточной Гумисте построена и плотина. С плотины вода попадает в деривационный тоннель, а затем спускается по водоводу. Длина этого огромного напорного водовода 300 метров. Именно по нему вода поступает с плотины непосредственно на станцию, к турбинам. Электричество вырабатывают генераторы, затем оно поступает на местную подстанцию, а дальше в общую электросеть. Вот такой маршрут совершает свет, прежде чем попадает в наши с вами дома. Следует отметить, что специалистами восстановлена не только техническая составляющая станции. Внешний облик здания, которое причислено к объектам историко-культурного наследия страны, также сохранен. Эсма Голанзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В очередном заседании Сухумского городского собрания принял участие мэр столицы Беслан Эшба. Был заслужен отчет руководству УВД города о криминогенной ситуации. Рассмотрены и другие актуальные вопросы. Об этом материал пресс-службы администрации Сухума. Глава администрации Сухума Беслан Эшба принял участие в работе заседания Сухумского городского собрания. На него были приглашены представители УВД столицы, которые доложили о криминогенной ситуации. Они проинформировали, что в период курортного сезона все сотрудники задействованы для обеспечения общественного порядка и безопасности в столице. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, усилены рейдовые мероприятия. За 6 месяцев сотрудниками управления внутренних дел по городу Сухум у нас было преступление 113, из них 97 раскрыто, что составляет 88%. А в прошлом году за аналогичное время 115 было, из них там 89 раскрыто, что составляло 77%. По утвержденному начальником УВД графику, на всем протяжении берега Скилосурского моста по улице Бзыбское шоссе дежурят сотрудники УВД. Им помогают курсанты школы милиции. В патрулировании набережной столицы задействовано 24 сотрудника. Кроме того, по Сухуму задействовано 12 экипажей, в том числе 7 патрульных машин. Для профилактики правонарушений ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, на которых присутствуют заместители начальника УВД. Помимо основной своей работы, сотрудники УВД участвуют в рейдовых мероприятиях по выявлению незаконного подключения майнинг-аппаратов. Сотрудники УВД также вместе с другими службами контролируют соблюдение гражданами в общественном транспорте правил санитарной безопасности. В связи с усложнением эпидемситуации работы у них прибавится. Я просил бы усилить работу, потому что все равно нарушителей у нас много.
Вот. Персональная ответственность будет и у начальника троллейбусного нашего управления и автотранспортного предприятия. Они предупреждены. Они не могут, конечно, выезжая, одеть маску, потом в город их сложно контролировать. Наш департамент транспорта периодически участвует совместно с ГАИ в рейдовых мероприятиях. Вот таким образом по этой части. Депутаты интересовались статистикой преступлений, особенно в отношении тех туристов, кто приезжает в Абхазию на своих автомобилях. В прошлые годы нередки были случаи, когда били стекла автомобилей и похищали имущество отдыхающих. Представители УВД отметили, что в этом году в Сухуми не было зарегистрировано ни одного такого факта. Было отмечено, что в этом свою роль сыграли и камеры видеонаблюдения. Их в городе становится все больше. В планах администрации Сухума реализовать программу «Безопасный город». Но это большая программа, она обсуждалась 2 раза на Кабмине, 1 раз в администрации, есть наработки. Мы ждем, в прошлом году у нас сорвалось подписание с правительством Москвы из-за пандемии. Они нам окажут содействие в том, чтобы мы эту программу «Безопасный город» смогли реализовать в городе Сухум. Депутаты Сухумского городского собрания рассмотрели письмо главы администрации Сухума об установлении мемориальной доски на фасаде дома, где жили видные абхазские ученые, первый доктор наук среди абхазских женщин Лидия Платоновна Чкадуа и член Союза писателей СССР, общественный деятель Платон Семенович Чкадуа. В целях увековечения памяти ученых в администрацию города с ходатайством об установке мемориальной доски обратился директор Абиги Арда Ашуба. Депутаты Горсобрания единогласно проголосовали за установление мемориальной доски в доме по улице Айтгалера, 32, в котором жили известные ученые. Далее депутаты заслушали отчет начальника управления здравоохранения администрации Сухума Ирмы Вуба. Она проинформировала о работе управления, основной акцент был сделан на ситуации с коронавирусом. Расходы управления в связи с пандемией растут. За полгода на покупку кислорода и его доставку в инфекционную больницу было направлено 1 800 000 рублей. На питание пациентов в больнице около 2 миллионов рублей. На ковид очень уходит большая сумма на лечение одного человека. Это не только артлегия, актемра. Помимо этого у нас идут антикоагулянты, которые разжижающие кровь. Ирма Вуба также напомнила, что администрация города отремонтировала лабораторию при больнице, одно крыло инфекционной больницы и реанимационное отделение, которое оснащено необходимым оборудованием. Доктора и медицинский персонал, работающие с ковид-больными, получают доплаты администрации города. Ирма Вуба также отметила, что очень много людей хотят вакцинироваться. На вакцинацию записываются организациями. Провакцинировано по этим трем ЛПУ 2356 человек по первому компоненту. По второму компоненту провакцинировано 1253 человека. Очень, кстати, много людей хотят уже вакцинироваться и даже записываются прям организациями. В завершении заседания обсудили план празднования Дня города Сухум, которое намечено на 3 июля. Беслан Ишба отметил, что ситуация с ковидом резко ухудшилась и потому не будет массовых мероприятий в закрытых помещениях. В закрытых помещениях ничего не предполагается проводить, каких-либо мероприятий. Все-таки это некая круглая дата, Вот эта пятилетка после празднования 2500 лет, получается 2505 лет. Хотелось бы тоже отфиксировать, чтобы это осталось в истории. Беслан Ишба рассказал о том, что на празднование Дня города приедут представители городов-побратимов Сухума. Мадина Абганба, Алексей Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. 3 июля отмечается 2505-летие столицы Абхазии. Ко дню города Сухум на праздничные мероприятия приехали делегации из Краснодара, Чебоксар, ДНР. Мэр Сухума Беслан Ишба приветствовал делегацию Донецка во главе с главой администрации города Алексеем Кулемзиным и поблагодарил за принятие приглашения на мероприятие по случаю Дня столицы. На встрече обсуждались также возможности сотрудничества между городами. Мэр Сухума принял и делегацию города Чебоксары. Делегацию города Краснодара возглавляет заместитель главы города Валерий Карасев. Он передал поздравления с Днем города Сухум от имени главы Краснодара Евгения Первышова и председателя городской думы Краснодара Веры Галушко. Примите самые теплые поздравления с Днем города от администрации муниципального образования город Краснодар и городской думы Краснодара. Столицу Кубани и Сухума связывают долгие и плодотворная дружба. В следующем году планируется отметить десятилетие побратимских отношений. Радует, что даже в непростых современных условиях нам удается реализовать практически все планы.
направленный на укрепление межмуниципальных, социальных, гуманитарных и экономических связей, расширение областей взаимодействия. В нашей стране и за ее пределами Сухум широко известен как уникальный балнеологический курорт. Бережно сохраняя культурное наследие, вы укрепляете туристический потенциал города, вносите свой вклад в социально-экономическое развитие, пишите страницы тысячелетней истории столицы Абхазии с помощью новых информационных технологий. Один из красивейших городов страны. Сухум не уступает удивлять своим гостеприимством, доброжелательностью, бережным отношением к памятникам истории и удивительной атмосферой творчества. Чувствуется, как жители любят свой город. За внешним убранством ежедневный напряженный труд крепких хозяйственников, ответственных профессионалов, дальновидных руководителей. В этот праздничный день от души желаем вам, уважаемый Руслан Федорович, и всех, кому дорог и любим Сухум, я подчеркиваю, наш Сухум, крепкого здоровья и большого счастья, успешной профессиональной и общественной деятельности на благо этого замечательного города. Глава муниципального образования города Краснодар Евгений Алексеевич Первышов и председатель городской думы города Краснодара Вера Федоровна Волошко. В первую очередь, конечно, хочу сказать и поблагодарить руководство города Краснодар за теплейшие поздравления, которые я услышал, за поздравительный адрес. Огромное спасибо. Мы очень рады видеть вас в эти праздничные дни у нас в городе. Наши города побратимы, и я не побоюсь этого слова, и люди, которые живут, народ, который живет в наших городах, тоже это чувствует. Мы это прочувствовали, когда были у вас в гостях недавно. Думаю, что город Сухум и жители города Сухум также вас всегда будут рады видеть у нас в городе. Мы, конечно, планы, которые мы наметили, потихонечку будем двигать. Нам мешают некоторые, так скажем, события, да, которые происходят у нас, у вас, там, пандемия и все остальное. Но мы это тоже победим. Потихонечку все наладится. Главное, чтобы мы виделись, дружили, относились друг к другу открыто, честно, и тогда только все получится. От души мы вас рады видеть, желаем успехов. Это наш вид со стороны моря, нашей центральной части, Прихаловки. Я даже не могу сказать, где находится администрация. Примерно. В день Сухума администрация столицы разработала целый ряд мероприятий, которые начнутся в 10:30 с возложения цветов в парке Славы. Практически весь день с 11 утра до позднего вечера на набережной Махаджиров на развалинах ресторана «Диаскурия» будет открыта экспозиция «Маска Диаскуров». В 16 часов в парке напротив Абхазского государственного драматического театра имени Чанба начнутся развлекательные мероприятия для детей. А в 5 вечера у Большого эвкалипта на набережной Махаджиров состоится концерт вокально-инструментального ансамбля «Гунда». В 18 часов на Театральной площади откроется выставка «Ахуа», на которой будут представлены работы творческого дуэта художника Екатерины Гуськовой и фотографа Налы Авицба. В это же время напротив кафе «Амра» небольшой концерт «Классическое ассорти». Прозвучат рояль, скрипка, виолончель, флейта. Праздничные мероприятия продолжатся в 20 часов на площади имени Сергея Багапши, где состоится концерт оркестра народных инструментов имени Хунцаря под руководством Дениса Руха. В 9 вечера там же, на площади Багапши, пройдет торжественная часть празднования Дня города Сухум и праздничный концерт. Интеллектуальная игра «Ярбан Яба Янба» в студии АГТРК. Это новый проект Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, призванного сохранить и развивать единство культурных традиций и ценностей абхазо-абазинского народа. 4 команды знатоков состязались в знании истории Абхазии, этнографии, фольклоре и обычаях. Члены команды – люди разных профессий и занятий, объединенных одной идеей – проверить глубину своих знаний и получить эстетическое удовольствие. Считанные минуты до начала интеллектуального проекта «Ярбан Яба Янба». Пока организаторы раскладывали по столам блокноты и ручки, участники с волнением ждали начала игры. Анжелика Вартикян, капитан команды «Белые воротнички», убеждена в важности подобных мероприятий и пожелала удачи своей команде и соперникам. Название команды произошло давно, когда у нас команда была от Министерства экономики. И мы как все госслужащие решили назваться «Белыми воротничками». Такими мероприятия очень важны в нашей республике, потому что, во-первых, они очень, разбавляют рутину,
Вот. И ты в любой игре все равно узнаешь много нового. Игрокам интеллектуального клуба предстояло ответить на 25 вопросов, разбитых на 6 тематических раундов, один из которых состоял из видео-вопросов, записанных и присланных от наших диаспор из Турции, Иордании, России, Сирии и Египта, а также раунд с вопросами, присланными из Карачаева-Черкесии от наших братьев-абазин. И именно в этом раунде прозвучит вопрос от председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова. Вопросы составлял наш опытный автор Гудиса Мамацев. Писались они специально под это мероприятие с нуля. Писались они с тем, чтобы коснуться разных аспектов жизни, чтобы там были вопросы, связанные с этносом, связанные с историей, культурой, как абазинского, так и абхазского народа, для того, чтобы показать сходство этих двух народов, которые, собственно, являются фактически одним народом. И вот началась игра. В студии ГТРК состязаются 4 команды интеллектуального творческого клуба «Дюна». Усилиями этих участников в Абхазии набрали обороты и стали популярными чемпионаты по интеллектуальным играм «Что, где, когда», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Итак, за зеленым столом команда «Агенты Тео», за красным «Хьюстон», за серым команда «Когда Давид», за белым столом «Белые воротнички». Вопрос первый. Именно в эти годы стали олимпийскими чемпионами наши соотечественники. Боксер Мурат Храчев, борец Денис Царгуш и метательница копья Саида Гунба. У команд ровно 1 минута, чтобы определить правильный вариант ответа в порядке возрастания дат. Варианты вы можете увидеть на экране. Минута пошла. Правильный вариант ответа А. Все команды ответили верно. Идея создания интеллектуального проекта «Ярбан Ябаянба» принадлежит Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу, сохраняющему и развивающему единство культурных традиций и ценностей абхазо-абазинского народа. Аннотации к каждому ответу содержат интереснейшую информацию. Вот для нас было очень важно, чтобы вот в такой легкой форме, динамичной, интерактивной, была подана интереснейшая информация, которую мы считаем нужным доносить, искать формы для ее донесения до широчайшей аудитории. Мы очень благодарны каналу АГТРК за партнерство, потому что без участия канала телеверсии бы не было, и, соответственно, к широкому зрителю мы бы не смогли обратиться и донести то, что является вот главным базисом проекта. Логика игры построена так, что сложность вопросов идет по нарастанию. Сейчас первый раунд, он такой адаптивный, для того, чтобы команды разогрелись, набрали темп. Впереди интереснейшие вопросы, элементы шоу. Мы не будем раскрывать все тайны. Самое главное, что игроки дают правильные ответы. Вот это вот радует больше всего на данный момент. И самое главное, приз турнира – созданный по авторскому дизайну переходящий кубок «Ярбан Ябаянба». Награда – сертификат на участие в международном первенстве «Что, где, когда», который пройдет в России, и 30 000 рублей. Не менее приятный подарок ждет и другие 3 команды. Для них будет организована коллективная тематическая поездка в недавно открывшийся в Абхазии этнографический парк. А вот победителей узнаете в эфире АГТРК, посмотрев передачу «Ярбан Ябаянба». Сария Кварацхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье со второй половины дня временами дождь, к концу дня переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 28-33 тепла. Температура морской воды плюс 24. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.